Тем временем дихкани на юге страны уже через несколько дней приступят ко второй посевной. На днях в Араванском районе будет собран уже весь урожай картофеля, а на его место посадят другие овощи. А уже через неделю с небольшим поспеет черешня. Мои коллеги узнавали, как идут весенне-полевые работы. Абдувасит Маматаминов каждый год в это время уже начинает собирать первый урожай картошки. Он чуть-чуть мелковат, говорит дыхканин, из-за прохладной погоды, но все равно радует. На 20 сотых поля посадил картофель. Урожай уже после. Еще дня 2 и начнем масштабный сбор. В прошлом году собрали 5 тонн. Думаю, что в этом будет тонны 3-4. Клубни маловато. Но дыхканин не унывает. Торопится освободить поле от картошки, чтобы уже высадить огурцы. Поспел также и лук. Рахимджан Расулов отвел под луковое поле 30 сотых земли. Урожай хороший. Скоро уже соберем весь лук. Покупатели приезжают сами. Продаем с поля по 30-25 сомов за килограмм. Думаю, что тонн 5 в этом году мы соберем. Уже поспевают также капуста, чеснок и помидоры. Все экологически чистое на натуральных удобрениях. Я сажаю помидоры уже 4-й год, сразу как заканчивается зима. Высаживают их в парники под пленку, где 25 градусов тепла. Все экологически чистое. Покупателей много. Каждый день собираю по 100 килограммов помидоров и продаю на местном рынке. Всего в Араванском районе в этом году под фрукты и овощи отвели 1700 гектаров полей. Никаких проблем в этом году не было. Ни с поливом и с удобрениями. Все вовремя. И нет никаких преград для экспорта. Дорога открыта, лишь бы документы и сертификация была в порядке. Уже через неделю молодой картофель полностью соберет. Урожай будет хороший, он пойдет на местные рынки и на экспорт в Россию и Казахстан. На сегодня в Араванском районе также поспевают и фрукты. Через 10 дней можно будет собирать первый урожай черешни. Алена Смирнова, Мырзаджигит, Маматкерим Улу, Нурбол Таланбек Улу, ЛТР, Ошская область.